Всем большой привет! На календаре у нас 7 октября, и у нас уже дыхание зимы чувствуется. Листьев на деревьях практически уже нет. Береза у нас голая, несколько листочков снизу. Черемуха голая. Немножко рябины осталось листьев. Ну, как мы видим, ивняк уже весь голые кусты. Скоро будет зима. И мы приехали на наши озера, чтобы снять ловушки. Завтра у меня рабочий день. И может быть такое, что я не успею. Обещают заморозки капитальные. Кто-то говорит до минус 10, кто-то до минус 15. Озера покроются льдом, и я просто потеряю ловушки, которые стоят денег. Снимаем ловушки, собираем всех живцов. В этом году у нас заготовка живцов не получилась. Ловушки кидал, но их надо было проверять почаще. Я их проверял редко, раз в 2 недели, раз в 10 дней. Все зарастало тиной, и, наверное, гальян озерный обратно выходил. Оставались только одни караси. Но сейчас прошло чуть меньше недели, дня 4-5, наверное, после последней проверки, когда я тряханул, все помыл, закинул новую прикормку. И сейчас посмотрим. Взял одно ведерочко. И дай бог, чтобы что-нибудь да попалось. Все. Закрываем сезон живца, озерного гальяна, вернее. Ершей мы попробуем еще поймать, если получится. Ну, и по возможности будем ловить на продольники. Лягушка, что ли, еще? Что за хрень такая? Слышите, да? Типа лягушки что-то квакает. Или что-то не пойму, но в это время уже лягушки спят, наверное. Ладно, приступаем к проверке. Посмотрим, что у нас там залетело. Смотрим. Что-то не видать живцов. Что-то не видать. Нет, один озерный гальян есть. Ну и то хорошо. Один единственный. Вот такой вот озерный гальянчик. Отличная наживка. Так, давайте сначала все проверим, а потом уже буду собирать наши ловушки, чтобы не терять время ваше и наше. Так, здесь у нас куча мелких налимчиков. Так, сразу убираем палку, чтобы не мешалась. Так, что у нас там? Куча мелких налимяк. Озерных гальянов, ну-ка. Озерного гальяна здесь нет. Только налимчики. Нет, один есть. Один есть. Сейчас его мы заберем. Вот он один. Тоже один. Так. Так, а этих налимчиков мы отпустим. Отпустим или сюда, или на Печору. В зависимости от того, сколько мы поймаем живцов.
Если живцов поймаем много, места в ведре будет мало, отпустим прямо сюда. Если живцов будет мало и в ведре места будет, мы их, конечно же, отпустим на Печору. Пусть там плодятся. В этом году с живцами вообще что-то глухо. Здесь что-то тоже есть, но походу тоже в основном мелкая налимятина. Так, да, один озерный гальян вижу. Вижу одного озерного гальяна. Где-то. Вот он. 3. 3 ловушки. 3 гальянчика. Не густо. И мелкий. Его даже язь может хапнуть запросто, такого мелкого. Ну, есть тоже рыба. Хапнет так хапнет. Не густо. В этом году с леньками у нас не получилось. Надо было, наверное, немножко раньше летом начинать ловить. Летом у них активность хорошая. О, тут что-то много чего-то. О, тут вроде бы что-то нормально. Не знаю, какая рыба. Сейчас посмотрим. Но вижу леньков. Вернее, озерного гальяна. Ленек — это немного другая рыба. Так. И опять же куча налимов. Так, сколько их? О, красавец какой. 1, 2, 3. 3 красавца вообще хороших. 4, 5. 1 карасик. 5 леньков и 1 карасик. И куча мелкого налима. Нет, вот еще ленечек. 6. Ну вот, это уже что-то. Энскадан. Так. Опачки. Опа, а тут у нас... О! Тут у нас раколовка-книжка. И как мы видим, она всегда работает лучше, чем обычные раколовки. Зонтики. Сколько здесь у нас их? Налимчики вижу. Вон 1. Ленек 1. 2. 3. 4. Карасик. И все. Остальные налимчики. Нет, еще 1 карась. И лягушка там даже залетела. Вот еще 1 карась. Все, остальные налимы. 1, 2, 3, 4, 5. Ну и последняя, 6-я раколовка на этом берегу. Тоже книжка. И в ней тоже есть живчики. Сейчас посмотрим, что за живцы у нас там. Так.
А здесь одни налимы. Ни одного нормального живца нет. Так, а здесь у нас новая раколовка книжка на совершенно новом месте. Сейчас листики уплывут. Как бы проверочный закинул. И просто удивительно, куда делась тина. Когда закидывали, вы сами видели, все озеро было в тине. Сейчас все прочистилось. Скорее всего, прогнило и утонуло. Так, ну что, смотрим, что нам попалось. О, есть! Новое место сработало. Новое место наловило кучу мелких налимчиков. Вижу карася. Сейчас посмотрим, есть ли там гальян. Озерный. В прошлый год речные гальяны попадали до хрена. В этом году несколько сначала попали. О, есть, вижу. Есть. Все. Новое место сработало. Но оставлять ловушки больше нельзя. Так. Закидываем палку на будущий год, если не уплывет. Вон. Вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8 или 9 озерных гальянов. Вон, Энскадан. И куча мелких налимов. Налимов, в общем, решил сюда не выпускать. Не вижу смысла. Все равно они здесь, скорее всего, подохнут. Я так думаю, озеро заморное. Попробуем донести их до Печоры. И там выпустить уже в реки воду Печоры. Там у них шансы выжить намного больше. Так, вот. Все высыпаем сюда. Вот такой вот хороший урожай. Ну, блин. Вот так вот. Донести бы до Печоры успеть. Ну, я так думаю, донесем. А это все хозяйство уже там сполоснем получше на реке. Так, ну вот, остались у нас две последние ловушки, книжки. Как бы они пустыми здесь не бывали. На этот раз тоже что-то есть. Какие грязные. Сейчас мы их сполоснем хорошо, помоем в водах Печоры. Так, что у нас тут? Раз, два, три, четыре, 5 штук, 5 или 6 озерного гальяна. И мелкая налимятина. Все, выгружайтесь. Особо рад я этим озерным гальянам, конечно, самая лучшая наживка. Прошлый год на первый лед оставалось у меня 3 озерных гальяна с Иваном Григорьевичем. Закинули на озеро и сразу же первый день поймали здоровенную щуку. Вон. Если что, раколовка книжка намного удобнее, чем эти зонты. Во-первых, надежнее.
меньше ломается. Во-вторых, удобнее. Можно вот так вот быстренько сполоснуть и все. По сравнению с куполом, с зонтом, эти раколовки мне больше понравились. Так, ну и последняя ловушка. Та-дан! Ну тоже что-то есть. Не пусто, уже хорошо. Можно, конечно, было еще рискнуть, но лучше не надо. Все-таки уже середина октября практически. И могут ударить морозы капитальные. Так, что у нас здесь? Тоже пару озерных гальянов. И налимы. Раз, два. Два точно озерных галяна есть. И мелочь на лиме. Все. Ну вот и все. Сейчас мы это дело немножко сполоснем. Домывать будем на реке. И там у меня еще есть немножко запас. Не знаю, выжили, не выжили. Ну давайте уже посмотрим. Раз уж начали, давайте посмотрим все. Это все, что я наловил за весь сезон. Прошлый год у меня было около 100. В этом году, конечно же, намного меньше. Дай бог десяток, если сохранилось. В прошлый раз почему-то очень много подохло. Пришлось выкинуть дохлых. Штук десяток, наверное, озерных галянов. И штук 5 карасей, наверное, подохло. Мелких. Ну, тут что-то слышно. Ну, вроде все живехенькие. Вот они. Наши карасики. Можно попробовать было, конечно, их оставить. Ну, ладно, не будем. Все. В общем, тут с десяток галянов и штук 20, наверное, карасей. Пяточков маленьких на жерлице. Попробую куда-нибудь закинуть, сохранить до первого льда. Ну вот и закрыли мы сезон заготовки живцов. Как мы видим, планов было наловить их много. 2 тридцатки, 3, 4, 5, 6, наверное, пятишек. Думал, в одних там ловушка, в одних бутылках будут галяны речные, в других озерные, в третьих караси. Но вот все, что мы наловили за осень. Сейчас быстро сейчас пойдем к реке, рассортируем и посмотрим, сколько всего мы заготовили живцов за осень. 3 или 4 проверки у нас было. Если бы проверяли чаще, мыли ловушки чаще, меняли прикормку чаще, то и наловили бы больше. Но как получилось, так получилось. Все, бегом на речку спасать наших живчиков. Так, ну что, завершили мы сортировку, подводим итоги. Карасей 28 штук и 2 лягушки. Лягушек тоже взял, попробую насадить, потому что в желудке, что у налима, что у щуки, лягушек я видел.
принципе, думаю, если лягушка попадется налим рядом с лягушкой, то он не откажется, съест. 28,2. 40 озерного гальяна. Мелкие, средние, крупные, 40 штук ровно. Не знаю, что у нас доживет до зимы. Если поймаем мершей, то попробую сохранить на первый лед на жерлице. Нет, так потратим. Будем зимой ловить на плотвичек, на окушков, на что поймаем. Ну и вот, самое интересное. Это вот столько мелкого налима. Вот столько его. Я не стал считать, но тут по-любому больше 150-200, наверное, не меньше. Вот. И прошлый год мы выпустили не меньше этого. И в этот год тоже выпускаем молодь налима в Печору. Так что, кто пишет комментарии, вот Коми рыбак ловит мелкого налима. Да, если он на крючок попался мелкий, заглотил, смысла нет его отпускать, он все равно умрет. Я его оставляю до тех пор, пока он шевелится, вместо наживки для крупного налима, потому что ни разу уже все трофейные крупные налимы попадали именно на мелкого налимчика. А вот таких, если я выпущу, и каждый, даже если вырастет, килограмм-полтора, это будет больше тонны налимов по-любому. Ну все, как и в прошлом году, выпускаю вас со словами: живите и плодитесь. Вон, понеслась, таран-та-тан, тан-таран-та-тан-тан. Вот они, головастики. Ну, что-нибудь окуня. Сейчас, не знаю, есть, нет окунь, щуки. Что-нибудь, конечно же, попадетесь живцам, пока садаптируетесь. Но основная масса, вот, как мы видим, основная масса выживет, вырастут, и мы их будем ловить в будущем. Вот их сколько. Пару сотен есть точно. Идите, гуляйте. Поначалу им непривычно в такой чистой воде. Они залегли уже здесь. Чаек сейчас нету, чайки вас не поклюют. Вода потихонечку начнет прибывать, и вы все выживете. Ну вот, еще одно доброе дело сделано. Теперь поехали. Сейчас по-быстрому перекусим и поедем на проверочку продольников, потому что времени осталось уже у нас очень-очень мало. Погнали. Так, ну вот, наконец-то мы добрались до наших продольников. Просто от места, где мы были на озере и ловили живцов, до продольника очень большое расстояние. В этом году место новое. Ну ладно, будем надеяться на лучшее. Вчера вот эти 4 продольника я переставил. Вот раз, два, там 3 и 4. Давайте же проверим, угадал я с местом или же не угадал. Погнали. Погнали. Как бы камни, большое течение, а налима нет, пусто, все живцы целые. Здесь тоже налима нет. Второй продольничек. Ну, здесь есть что-нибудь? Нет? Здесь тоже натяжки нет. Здесь тоже пусто.
Поехали дальше. Да, весной продольники проверять интереснее было. Там пустых продольников практически не бывало. А сейчас везде пусто. А нет, что-то было. Что-то было. Что-то интересно, так все запутано. Что-то попадало, походу. Запутало. А налима нет. Четвертый продольник на новом месте. Новое место, походу, не лучше старого. Ведро, наверное, нужно убрать уже. Здесь тоже, наверное, никого нет. Хотя здесь чуть-чуть поглубже. Ну-ка. Глубже, мельче, никого. Самое интересное, все живцы целые. Вот, приехали опять на старое место. Хорошо, хоть и не все продольники переставил, а только 4. Новое место ничего не порадовало. Старое, в принципе, тоже ничем пока не радует. Пусто. Да японский городовой, где ты? Бутылку и то поймать не можем. Рыбу еще хотим поймать. Нету рыбы, кончилась. Кончился налим на Печоре. Или хорошо прячется. Так что новое место ничем не радует. Наверное, надо опять переходить на прошлогоднее место. Прошлый год хоть ловилось. Так что завтра у меня рабочий день. Послезавтра будем переставляться, наверное, по новой. Подплываем к предпоследнему продольнику. Даже при всем моем оптимизме, мне кажется, сегодня опять мы уйдем пустые. Налима здесь нет, походу. Ни на левом берегу, ни на правом. Ну да, уже пусто, натяжки нет. Ну вот и последний продольник. Вся надежда только на него. Одного налима он уже нам подарил. И походу только он один и был. Тоже пусто. Как-то вот так, друзья. Не хотел уже было показывать этот ролик, но если вы его посмотрели... А, стоп! У нас вот еще один продольник. Точно же, я же его переставил. Так что пока еще рано подводить итоги. У нас еще один продольник. Я забыл про него. Я его переставил точно вчера, ниже поставил этого. Так что надежда еще есть. Вот теперь точно последний продольник. Вчера я его переставил. Поставил ниже того последнего. Но здесь у нас тоже пусто. Никого. Все живцы целые.
Так что, друзья, с местом я в этом году не угадал от слова совсем. Так, завтра у меня рабочий день. Завтра работаю. Скорее всего, проверить я не успею продольники. Ерши подохли. Послезавтра, скорее всего, поднимаем продольники и ставим на то место, где они стояли в прошлом году. Все-таки прошлый год там ловилось. Может быть, и в этом году половится. Так что вот такая вот грустная проверка. Второй день подряд без улова. Ну, пишите в комментариях, стоит ли делать такие ролики, где вообще ничего не ловится. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Надеюсь, следующая встреча будет продуктивнее.